Вітаю, шановныя слухачы. У эфіры Радыё Беларусь праграма «Прафесіі і лёсы». Тут мы расказваем пра асновы прафесіі, патрэбныя навыкі і веды, творчыя і асабістыя біяграфіі беларусаў. Госці адкрыта і шчыра распавядаюць пра сваю дзейнасць і яе ўплыў на іх лёс. У мікрафона Арсеній Ярмаловіч. Сёння наш госць Мікалай Лаўранюк, каардынатар нацыянальнага конкурса міжнароднага кінафестываля «Лістапад». Ён расказаў пра ўнутраныя механізмы працы дырэкцыі, як яны шукаюць і адбіраюць фільмы на конкурс, а таксама чаму сам Мікалай выбраў такі шлях і такую прафесію, і як гэта адбілася на яго жыцці. Николай, давайте начнем с профессиональной части. А как вообще фильмы попадают в ваше поле зрения? Вы их сами ищете или к вам приходят заявки? Что касается национального конкурса фестиваля «Листопад», как я понимаю, вы интересуетесь, то, и другое. Потому что нам вообще, когда мы начинали национальный конкурс, нам казалось, что сейчас нас завалят заявками, и, в общем-то, не сильно нужно будет напрягаться. Но заявки приходили, но показала практика, что зачастую почему-то не все кинематографисты, они отправляют заявку на фестиваль «Листопад». То есть, может быть, не знаю, тут разные могут быть причины, может быть, кто-то не чувствует себя до конца уверенным, может быть, кто-то там иногда думает про участие в других фестивалях и сомневается, помешает участие в белорусском фестивале, там, премьере, я не знаю, там, в Берлине или где-нибудь еще. Ну, бывает, я слышал такие мнения, хотя, как правило, национальная премьера, если это белорусский фильм, то она не мешает фильму участвовать в каких-то крупных международных фестивалях, которые требуют статус премьерности. Поэтому мы изначально, когда с Игорем Сукмановым, программным директором фестиваля «Листопад», встречались, когда я приходил на работу на фестиваль, он сказал, что поле нужно искать в полях. Надо мониторить то, что происходит, общаться, кого-то запрашивать. Ну и, в принципе, показал опыт, что, наверное, да, какие-то фильмы мы получаем по заявкам, большую часть, но какие-то фильмы, я слежу, поскольку обязывает должность следить за тем, что происходит в белорусском кино, с помощью средств массовой информации, контактов, общения с режиссерами, что у кого есть. Было довольно много случаев, когда я непосредственно обращался к режиссерам, что давайте, пришлите, пожалуйста, ваш фильм на фестиваль «Листопад», мы бы очень хотели его рассмотреть, он нам кажется интересным. Особенно первые годы это происходило, когда национальный конкурс только появился, может быть, не всем было понятно, что это такое за программа фестиваля «Листопад», и насколько важно в ней участвовать. Поэтому и так, да. Бывает, наоборот, приходят заявки, которые от людей, которых мы не знаем, и которые в медиаполе никак не были до этого замечены, как с фильмом тем же был Юлия Шатун «Завтра», да, она вообще прислала свою картину под псевдонимом. Никто, в принципе, тогда и не знал среди профессионалов кино про Юлию Шатун, потому что у нее высшее образование было культуролога, она что-то снимала там для себя, но была какая-то, может быть, неуверенность в своих силах. Она прислала под псевдонимом, мы увидели эту картину, просто ничего не зная ни о ней, ни об авторе, и увидели, что это прекрасное кино, договорились с ней о том, что все-таки давайте под настоящим именем вашим мы его покажем. Ну и дальнейший успех этого фильма, в принципе, известен. Это и победа на «Листопаде», это и победа на фестивале в Марселе, и другие фестивали. Режиссер, в общем-то, известен нашей общественности, тем, кто занимается, тем, кто интересуется кино белорусским. А это чаще люди, которые, как минимум, заканчивали какие-то киношколы, или бывают любители совсем, то есть, которые раньше этим никогда не занимались? Тоже по-разному. То есть, да, есть люди, которые заканчивали киношколы, и даже очень часто бывает, что это не белорусские киношколы, то есть не Академия искусств, а какие-то киношколы в других странах, там, не знаю, в ГИК, Варшавская киношкола, там, киношкола в Праге, во Франции, в Германии, то есть довольно много белорусских режиссеров успешных, они учились в зарубежных учебных заведениях. Это тоже к вопросу о том, насколько наше образование конкурентоспособно. Это отдельный разговор. Да. Но бывают люди, которые не имеют высшего кинематографического образования. Тот же пример Юлии Шатун. Сейчас она уже после премьеры ее фильма и успеха, тогда у нее не было даже каких-то курсов, каких-то частных киношкол, то есть она сама пришла к кино. Сейчас она учится в Московской школе нового кино,
уже заканчивает в 2020 году у Дмитрия Мамуля. Успех фильма, наверное, поспособствовал тому, что ее взяли учиться в эту киношколу на бесплатное отделение. Но, в принципе, это такая, наверное, в России и на территории бывшего Советского Союза такое одно из самых сегодня сильных кинематографических учебных заведений. Вот тот же Никита Лаврецкий, который не учился в киношколе на режиссера, уже, опять же, после успеха его фильма он поступил в магистратуру, да, но на киноведении, потому что он еще работает как киновед, как кинокритик, пишет о кино. Поэтому есть и такие люди, которые не оканчивали высших учебных заведений, или даже Влада Синякова, которая училась, да, в частной школе, в Минской киношколе студии, где Андрей Полупанов преподает, ну и другие, но он возглавляет эту школу, да, но опять же, это не высшее учебное заведение. Сейчас вот учится в киношколе Вайда, да, но вот опять после нескольких успешных фильмов, которых она сняла. Поэтому такой вот путь. Ну, я думаю, что сегодня, да и не только сегодня, высшее образование, оно не является гарантией того, что человек станет режиссером, и наоборот, отсутствие высшего образования, оно тоже как бы не всегда говорит о том, что человек не может снимать кино. Это здесь такое. И мы можем, если посмотреть на историю кино, и на историю европейского кино, и американского, как бы, да, советская школа, она, как правило, не было другой возможности прийти в кино, чем закончить в ГИК. Но если возьмем международный опыт, и там тех же итальянских режиссеров, там Феллини, Антониони, никто не учился кинематографу. Просто все начинали работать как ассистенты режиссеров, да, у великих, например, там Феллини работал у Росселлини, Антониони работал, если не ошибаюсь, у Марселя Карне, да, ну, кого-то из французских мастеров. Вот. И таким образом они приходили. И это, по сути, как бы практика – это лучшая учеба. И об этом говорит как бы тоже опыт. У нас, к сожалению, в нашей Академии искусств многое на теории построено. Вот. А то, как обучаются в Западной Европе и в США, правило, это практика. Просто люди снимают огромное количество работы, таким образом набивают руку. Вот, работают ассистентами, что тоже важно, пройти эту как бы школу с кем-то из мастеров. Ну, тоже как бы вопрос, если у нас, то да, то кто тот мастер, который может вот передать опыт на практике, потому что такой разрыв поколений все-таки существует, да, как бы великие мастера, ну, выдающиеся мастера белорусского кино, в принципе, уже, к сожалению, не с нами. Есть, например, опыт документального кино. Вот в документалистике есть эта преемственность поколения, потому что мы знаем там Виктора Стука, Галину Адамович, которые очень тоже помогают молодым белорусским кинематографистам, и там нет такого разрыва поколений. А в игровом кино, к сожалению, все сложнее, поэтому многим приходится на своем опыте учиться. Как вообще происходит отбор фильмов? Какие этапы проходят, прежде чем попасть на фестиваль? Отбор происходит, ну, в принципе, как и на любом, наверное, международном кинофестивале. То есть объявляется прием заявок за полгода, может, там чуть больше, до начала фестиваля. Мы получаем заявки. Параллельно, как я уже говорил, мы мониторим ситуацию, узнаем, что еще может быть, кто не отправил заявку. Тоже, конечно, следим за теми, кто уже участвовал в фестивале «Листопад». Вот. Затем происходит уже, когда закрыт прием заявок, это, как правило, конец августа, начало сентября. Отсматриваются все фильмы отборочной комиссии. Как правило, я делаю какую-то предварительную селекцию, такую минимальную. Вот. А затем уже отборочная комиссия, то есть это не кто-то один принимает это решение, это, в принципе, коллективное решение, которое рождается в обсуждении. Туда входят представители дирекции фестиваля «Листопад», наши программные директора, кто-то из кинокритиков, из кинопрофессионалов, и таким образом уже формируется финальная программа фестиваля. А примерно это сколько человек обычно? Ну, это до 10 человек. В этом году 6 человек было в отборочной комиссии. Ну, сейчас такая более личная часть. Да, пожалуйста. Как вы пришли в профессию и какая у вас вообще главная мотивация? Я пришел в профессию, ну, такая долгая история, наверное. А может, и не очень долгая. Но так получилось, что я занимаюсь кино, в принципе, с детства. То есть я в этом мире кино довольно рано оказался.
потому что у меня уже в таком юном возрасте, в школьном возрасте была тяга и к театру, и к кино. Я занимался в театральной студии, в детском театре «Ронд», в детской киношколе «Синема». Я как актер снимался там в некоторых фильмах «Беларусьфильма», там, поэтому мне это было тогда интересно, и в какой-то момент уже тоже в старших классах я заболел кино не только там с точки зрения там какой-то актерской деятельности, но и кино как искусство, то есть постижение, понимание. Да, начал смотреть огромное количество фильмов, и уже мне как-то так вот начал идти вот в другую сторону, то есть по другую сторону экрана. Вот, ну и мы начали снимать свои собственные фильмы. То есть наша группа, которая была в киношколе «Синема», участвовали на фестивалях. Там фестивали сначала любительские, детского кино. Потом уже, когда подросли немного, стали более профессионально, начали снимать полнометражные фильмы. 2 полнометражных фильма выпустили. Да, потом я работал тоже в киношколе, преподавал, и мы продолжали создание фильмов. Ну, а потом получилось так, что я попал на фестиваль «Листопад». Ну, в 2014 году. Сначала первый фестиваль я работал как модератор, то есть просто проводил встречи, обсуждения фильмов. Ну, а с 2015 года уже стал курировать национальную программу. Вот. Ну, и там уже дистрибьюция, уже фильмов тоже в течение года, производство фильмов. Вот как продюсер я начал делать первые шаги. Вот. Ну и таким образом кино не отпускает. Ну а мотивация — это любовь к кинематографу и любовь к белорусскому кинематографу. Потому что, конечно, когда я начинал свою работу и когда начиналось мое увлечение кино, я не предполагал, что я буду заниматься именно белорусским кино. Конечно, меня увлекали иностранные кинематографии, великое авторское кино, именно знаменитое второй половины 20 века. Вот. Но как-то, когда уже я соприкоснулся с современным белорусским кино и увидел этот потенциал этих молодых наших кинематографистов, которые, как правило, работают независимо, вот, и эту энергию огромную, то есть здесь тоже появилась такая мотивация, что ты можешь что-то сделать в этом, можешь стать частью этого движения возрождения или зарождения нового белорусского кино современного. Вот. И когда ты видишь конкретные уже результаты, потому что 5 лет назад, белорусских фильмов мало кто про них что знал, их не было в кинотеатрах, там, кроме продукции киностудии «Беларусьфильм», то есть не было участия, очень мало фильмов участвовали в фестивалях, и в мире там про белорусское кино практически никто не знал. Ну, посмотрите, как сейчас изменилась ситуация, да, сколько успешных белорусских фильмов игровых. Их не так много, конечно, но они уже есть, да, то есть уже «Хрусталь», «Завтра», «Озеро радости» Алексея Полуяна, очень успешный короткометражный фильм. Наши документалисты, Андрей Кутила, да, который побеждает на главном кинофестивале в мире документального кино в Амстердаме. Ну, анимация наша, она, в принципе, всегда котировалась на международных кинофестивалях, и это отдельный мир, замечательный, прекрасный. Вот анимация у нас стабильная. А что касается игрового документального, то за последние 5 лет, я считаю, что это колоссальный такой рост и успех, учитывая еще те условия, в которых находится наша киноиндустрия, если можно так сказать. Вот из работы в директоре, что вам больше всего нравится и какие есть неприятные моменты? Плюсы и минусы. Плюсы и минусы, да, из работы. Нравится, конечно, то, что ты занимаешься кино, то, что ты занимаешься, что ты работаешь на главном фестивале в стране, что ты участвуешь в ЭЦСе, что ты можешь что-то сделать важное для белорусского кинематографа, составление программы, этот поиск фильмов, эти показы, это общение со зрителями, да, которые приходят на этот показ, общение с кинематографистами, такое творческое, этот сгусток, да, эта энергия, это очень здорово, это очень важно. Что касается каких-то негативных моментов, это непростая работа, конечно, это непростая работа, перед фестивалем мы просто работаем без
без выходных, и зачастую там сидим до 2 часов ночи. Ну и, конечно, здесь играет важную роль какой-то собственный энтузиазм и любовь к этому делу, потому что других объективных причин заниматься этим нет. Да. То есть понятно, что это не самая высокооплачиваемая работа. Это нюансы, которые у нас есть, как бы взаимодействие и с Министерством культуры и так далее. Как бы это такие реалии нашей жизни, да. Вот. И каждый год вот ты все там фестивалем, во время фестиваля вот ты думаешь, что нет, это все, это, наверное, последний фестиваль. Вот проведу, надо его до конца провести уже, как бы, достойно, а потом уже все. В следующий год я уже это не выдержу. Но когда он заканчивается, получаешь такое колоссальное удовлетворение от того, что что он прошел, и от того, что это на самом деле праздник кино и для кинематографистов, и для зрителей. Вот, думаешь, ладно, еще один год я поработаю. И так уже 5 лет. Как бы вы, может, определили, какие самые важные навыки для того, чтобы отработать в этой области? Наверное, стрессоустойчивость. Потом, конечно, любовь к кино, знание кино. То есть какое-то понимание, интуиция зачастую, понимание кинопроцессов, которые есть, понимание современного контекста кинематографа. То есть, надо разбираться в кино, конечно. Надо разбираться, любить его и обладать каким-то определенным энтузиазмом. А как вообще вот эта вот карьерная лестница в дирекции выглядит? С кого начинают? Не знаю. Карьерная лестница... Зачастую есть люди, которые начинают работать на фестивале сначала волонтерами. Да. То есть многие мои коллеги, они начинали волонтерами. Очень хорошо себя проявляли, и потом уже, когда какие-то вакансии освобождались, их брали на работу в дирекции. Вот. Я как-то так сложилось, что волонтером на листопаде не был. Но я посещал его много лет в качестве зрителя, тоже в определенном смысле вырос на кинофестивале. Вот. А карьерная лестница, я об этом не думаю, если честно. То есть вы понимаете, у нас как бы один в принципе, крупный фестиваль в стране, и дирекция не такая большая, поэтому... То есть, конечно, может быть, иногда не хватает какой-то конкуренции. Вот фестиваль, конечно, держит марку. Не знаю, я никогда, честно говоря, не задумывался, к сожалению, о карьере там, и что там с ними будет через 5-10 лет. Просто занимался тем, что мне нравится, и тем, где мне казалось, что я могу что-то сделать, что-то привнести в это. А что касается каких-то дальнейших планов, кроме фестиваля, я занимаюсь еще своими проектами. То есть мне бы очень хотелось развиваться как продюсером. Вот, и есть фильмы, которые в планах сделать. Беларусь, да, конечно, да. Был ли какой-нибудь человек, или, может, он до сих пор есть, наверное, шире вообще в кино, которого вы могли бы назвать героем этой профессии? Или, как бы своим героем, на которого бы можно было ориентироваться? Хороший вопрос. Кого я знаю лично или на которого я просто ориентируюсь? Не обязательно лично. Но можно и второго, которого лично. Не знаю, для меня все великие режиссеры — это герои для меня. То есть даже сложно кого-то выделить, потому что, мне кажется, что кино такая, может, это так громко звучит, что такая героическая работа, потому что, наверное, в ней нет ничего особо героического. Люди не спасают людей и не спасают мир, но с другой стороны, как бы кино «Красота спасет мир», как я сказал известный писатель. Вот такая немножко уже заезженная стала фраза, но искусство, оно, конечно, необходимо человеку. Вот, поэтому для меня герои — это великие режиссеры, да, которые просто своим творчеством открывают двери просто для человечества, да. Не знаю,
Бергман, это Тарковский, Антониони, Сакуров. Вот мне кажется, на сегодняшний день я могу, наверное, Александра Сакурова героем назвать. Не только как режиссера, но и как гражданина, как личность большую, да. Из тех, кого я знаю лично, ну, для меня вот какую роль, я думаю, сыграл в моей жизни Кшиштоф Занусси, да, которому я в юные годы, мне довелось попасть в гости в Варшаве. Ну, вот, и это, конечно, было такое соприкосновение с этим миром настоящего великого кино. Поэтому, ну и для меня тоже, как бы, наши белорусские кинематографисты, молодые ребята, которые снимают кино вопреки всему, они герои однозначно. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Сёння мы пагаварылі з Мікалаем Лаўранюком пра кіно, фестываль «Лістапад» і работу яго дырэкцыі. Напрыканцы хачу сказаць словы падтрымкі родным, блізкім і сябрам мастака Захара Кудзіна, які трагічна загінуў 29 снежня. Ён сыграў галоўную ролю ў адной з жамчужын лістапада 2019, дакументальным фільме Максіма Шведа «Чыстае мастацтва», які яшчэ раней атрымаў узнагароду на кракаўскім кінафестывале, а на лістападзе заслужыў спецыяльны дыплом за дасціпнае і трапнае адлюстраванне беларускай самасвядомасці. Амаль 2 месяцы ён быў у пракаце ў мінскіх кінатэатрах. «Чыстае мастацтва» – адзін з яркіх прыкладаў новага, сапраўды беларускага кіно. Я, Арсеній Ермаловіч, развітваюся з вамі. У гэты час праз тыдзень.